Поделиться накопленным опытом и, конечно, завести новых друзей. Гастроли Государственного театра кукол Мордовии продолжаются. В первый день творческой командировки гости посвятили самым маленьким жителям столицы, устроив для них своеобразный праздник сказки. А сегодня саранские мастера поделились с коллегами по цеху своими наработками в профессии и рассказали о творческом становлении коллектива. Российские театры наконец возобновили свою гастрольную деятельность. Много лет актеры государственных театров не имели возможности выезжать за пределы регионов. В этом году при поддержке федерального центра в рамках федеральной программы «Большие гастроли» у театров появилась возможность гастролировать по стране и демонстрировать публике свои работы. В этот раз республику впервые посетил Мордовский государственный театр кукол, который представит ингушским зрителям 3 спектакля. Проделки Козы-Дерезы уже посмотрели школьники Магаса. В 2 назрановских школах сегодня состоялся показ спектакля «100 тысяч почему», а сказку «Лиса-разбойница» завтра увидят школьники Сунжи. В прошлом году мы участвовали в этой программе «Большие гастроли». Для маленьких она называлась. В этом году она называется «Большие гастроли для детей и молодежи». Это федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Наши спектакли рассчитаны на детей от 3 лет, и мы знаем, как можно вызвать у них интерес к театру, говорит Евгений Романовский. Мне кажется, что живой театр ничто не заменит. Никакое телевидение, никакой компьютер. Живое общение, интерактивное общение, хотя некоторые, допустим, против этого. Но даже если просто они смотрят спектакль, живой спектакль настоящих профессиональных актеров, то у них живое общение не забудут и о компьютере, и обо всем. Театр, он вечный. То есть, может быть, телевидение когда-то уйдет в прошлое, хотя говорят, что телевидение это заменит когда-то театр. Ничто и никогда не заменит живого общения, живого театра. Мордовскому театру уже 80 лет. С государственным театром ничто не сравнится, считает директор ТЮЗа Муса Хадзиев. Это качество работы, профессионализм актеров и признание публики. Такие гастроли дают положительный результат в обмене опытом и мастерства актеров, а также повышают культурный уровень детей. Это обогащение познание наших детей другой культурой, другими традициями, обычаями, познание других народов, которые проживают в огромной нашей стране. С ответным визитом театр юного зрителя тоже планирует посетить Саранск. 10 мая актеры ТЮЗа намерены принять участие в международном фестивале кукол «Рабочая лошадка», который будет проходить в городе Набережные Челны, а затем в рамках больших гастролей отправиться в Мордовию. С собой актеры повезут 3 спектакля, один из которых – это национальная сказка «Ничего не бойся, Зураб», благодаря которой детишки Саранска тоже смогут познакомиться с особенностями ингушской культуры. Именно благодаря вот этим федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли» это идет очень хороший взаимный диалог, добрый, воспитывающий в людях в детях, скажем, самые лучшие качества. Уважение к другой нации, уважение к другой культуре и прежде всего любовь к собственных традиций, обычаев и культуры. Программа гастролей будет поддержана и в дальнейшем, заверила заместитель министра культуры Ингушетии. А помимо того, еще и рассмотрено предложение провести фестиваль кукол и на Северном Кавказе. Министерство культуры Российской Федерации в общем-то, предложила хорошую идею проведения таких гастролей. Наверное, она имела достаточно большой, далеко заложенный смысл. И я думаю, что эти гастроли себя будут оправдывать в том плане, что зритель, как в Ингушетии, так в Саранске, в Москве, детский зритель будет получать еще больше доступа к лучшим спектаклям и к истории своей страны. Актерам Мордовского театра удалось в гастрольные дни ознакомиться с достопримечательностями национальной кухни ингушей. Завтра гости посетят горную часть республики, а на память о визите в Ингушетию Евгению Романовскому вручили книги о подвигах ингушских героев и волшебные сказки Ингушетии. Мадина Джанхотова, Анзор Чехкиев, Наиб Цичоев, Вести Ингушетия.